Министерство природных ресурсов и экологии региона основной упор делает на предотвращение лесных пожаров и борьбу с незаконными вырубками. Еще до начала пожароопасного сезона в республике провели масштабную подготовку, обустроили противопожарные полосы, проложили лесные дороги, благоустроили зоны отдыха, чтобы снизить риск возгораний. На сегодняшний день основные работы по противопожарному обустройству лесов выполнены на 55%. Построено и введено в эксплуатацию 18 километров лесных дорог, предназначены для охраны лесов от пожаров. Прочищено 35 километров противопожарно пронизованных полос. Оборудовано место забора воды для тушения пожаров и установлен шлагбаум. Завершение всех запланированных мероприятий работа ожидается до конца пожароопасного сезона. Комиссия Рослесхоза и МЧС России высоко оценила готовность Ингушетии к жаркому периоду. Активно ведется работа и по восстановлению лесного фонда. В рамках проекта сохранения лесов высажены новые деревья, закуплена современная техника для борьбы с пожарами. Продолжается практика предоставления лесных участков в аренду. При этом особое внимание уделяется соблюдению арендаторами всех экологических норм. На сегодняшний день в аренде находится 42 лесных участка, общая площадь 8 тысяч, почти 9 тысяч гектаров леса. Борьба с черными лесорубами остается одним из приоритетных направлений работы ведомства. В отношении нарушителей законодательства возбуждаются уголовные дела, а договоры аренды с недобросовестными компаниями расторгаются в судебном порядке. Создана совместная рабочая группа, в которую входит ФСБ Республики Ингушетия, прокуратура и МВД. Результаты этой работы на данный момент вся незаконная деятельность в лесах Ингушетии приостановлена. Были изъяты пилорамы, была изъята гусеничная техника, автотранспорт, на котором перевозился лес краденый. Были направлены более 50 материалов в прокуратуру и МВД республики для принятия решений в рамках действующего законодательства. Сотрудники проводят ежедневные рейды по выявлению черных лесорубов, при этом не только днем, но и ночью. Таким образом пресекаются все попытки лесорубов вести противоправную деятельность. У каждого лесничества есть свои маршруты патрулирования. Сотрудники подведомственных организаций, то есть это Назрановское лесничество, Сунжское лесничество, они проводят патрулирование. То есть они практически каждый день проходят патрулирование в любое время. То есть таким образом выявляются и нарушения. Жители Сунжского района, Назрановского района периодически звонят и сообщают, если они что-то слышат или видят. Мы, естественно, быстро реагируем, выезжаем. И вот таким образом, сообщая с населением, мы вот это безобразие приостановили на данный момент. Да. Было проведено очень много, несколько сходов с жителями Сунжского района и Назрановского района, которые проживают вдоль лесных массивов. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов подчеркнул важность сохранения лесов для будущих поколений и призвал всех жителей республики проявлять ответственность и бережное отношение к природным богатствам. Мы должны не только защищать леса от пожаров и болезней, но и решительно пресекать любые попытки незаконной рубки и вывоза древесины. Правоохранительные органы и главы муниципальных образований должны активизировать работу в этом направлении. Леса – достояние нашего народа, и мы обязаны сохранить их для будущих поколений. Активную работу в первом полугодии текущего года Минприроды региона вело по реализации нацпроекта «Экология». Основными направлениями стали оздоровление водных объектов, совершенствование системы обращения с отходами и сохранение лесов. Так, в рамках проекта «Комплексная система обращения с ТКО» в 2021 году закуплено более 2000 контейнеров для раздельного накопления отходов. В связи с тем, что действующий полигон ТКО практически исчерпал свою мощность, ведется работа по проектированию нового комплексного объекта обработки, утилизации и захоронения отходов в сельском поселении Верхней Очулке. Завершение строительства планируется в 2026 году. По данным ведомства, одной из первоочередных задач является решение проблемы, связанной с расторжением соглашения с предыдущим региональным оператором «Экосистема». Из-за того, что есть много нарушений, было очень много жалоб со стороны администрации городов, районов, сельских поселений, школ, садиков. То есть государственных учреждений очень много жалоб на компанию «Экосистема» из-за невыполнения их своих функциональных обязанностей. То есть были проблемы с мусором, с вывозом мусора. Постановлением правительства решили их статус, через суд выиграли в республике. Но они подавали апелляцию, то есть мы выиграли там. И в апелляции тоже выиграли. На данный момент назначен новый региональный оператор на год.
В рамках проекта сохранения уникальных водных объектов продолжаются работы по оздоровлению реки Сунжа в Магасе, начатые в прошлом году. Параллельно по госпрограмме охраны и защиты окружающей среды ведутся руслорегулировочные работы на реке Сурхахе. Глава региона отметил, что сохранение благоприятной экологической обстановки – одно из ключевых направлений работы правительства республики. Мы продолжим работу по реализации экологических проектов, оздоровлению водных объектов, лесовосстановлению, внедрению раздельного сбора мусора. Важно усилить контроль за соблюдением природоохранного законодательства, привлекать к ответственности нарушителей. Особое внимание необходимо уделить решению проблемы с обращением с ТКО. В нашей республике с недавнего времени включился в работу новый региональный оператор. Перед компанией стоят серьезные задачи по наведению порядка в сфере обращения с отходами. Мы должны обеспечить экологическую безопасность жителей республики и сохранить природу для будущих поколений. В текущем году Ингушетия также приступила к реализации регионального проекта стимулирования спроса на отечественные беспилотные авиационные системы, в рамках которого планируется приобретение 3 беспилотных летательных аппаратов для мониторинга экологической обстановки. Зелимхан Калоев, Магомед Героев, Магаз 24.